Сегодня у нас в программе «Высокая татарская кухня». Высокая кухня – это создание тщательно приготовленных блюд из обычных и премиальных ингредиентов шеф-поварами, настоящими специалистами своего дела. Мы уже подробно рассказывали про татарскую кухню, когда готовили очень вкусный татарский пирог губадья. Сегодня у нас кыстыбы, но не простые, а сделанные по особому рецепту шеф-поваром ресторана «Парк-отель». Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Удмуртия со вкусом. И сегодня мы находимся в очень красивом, замечательном месте. Это гостиничный комплекс «Парк-отель». Кстати, местный ресторан славится своей хорошей кухней. И сегодня мы будем готовить с шеф-поваром этого ресторана, с Екатериной. Вот помните, у нас был выпуск «Высокоудмуртская кухня». Он был снят в Глазове. Вот сегодня мы попробуем снять выпуск про высокую татарскую кухню. И что же мы будем, Екатерина, готовить сегодня? Сегодня мы будем готовить кыстыбы с лососем шеф-посол, с красной икрой и сливочным соусом. Екатерина, давайте расскажем нашим зрителям, что у нас здесь сегодня на столе для нашего замечательного блюда. На столе у нас тесто для кыстыбыев, лосось шеф-посол, масло сливочное, сливки 33% и икра. Ну и тут уже набор специй, собственно говоря. Да, морская соль, дробленый перец, сахар, сливочное масло. Татарская кухня любит сливочное масло. Да, это точно. Вопрос по тесту. Как его все-таки замесить? Сегодня у нас уже готовое тесто. Но Екатерина утверждает, что с этим справится любой человек, даже самый начинающий повар. Смотрите, состав теста. Это 100 мл теплой воды, щепотка морской соли и пшеничная мука. Замешивается элементарно. Ну, муки в зависимости от клейковины муки, где-то 200-300. Тесто нужно будет минут 30 подержать под пленочкой. Оно становится вот таким мягким, как вот у нас. Да, как мы любим. Эластичным, пропитанным. Нам нужно будет 3 формировать вот такие шарики. Примерно 30 грамм, но будем делать на глаз. В данном блюде будет 3 маленьких кыстыбы. Ах, вот оно что. Да. То есть блюдо подразумевает подачу в 3 маленьких пирожка кыстыбы. Самое главное, тесто должно отдохнуть. Тогда кыстыбы получатся мягкие. Я так понимаю, по наличию сковородки будем жарить. Да, без добавления масла. Ну, у нас на кухне небольшая рекогносцировка. Мы поменялись с Екатериной местами для того, чтобы дать ей свободный доступ к сковородке. Потому что пришло время выпекать наши кыстыбы. Выпекаем мы на сковородке с 2 сторон, на сухой. Самое главное. Без никакого масла. Данное блюдо готовлю и переворачиваю руками, ни вилок, ни ложек, не использую. Все как по аутентичному рецепту. Сколько примерно выпекать нужно одну сторону? Минутки 3-4? Нет, минутку. Все зависит от температуры сковородки. Но они должны зарумяниться или да. они... Угу. Но все равно Самое они... главное, что, видите, появлялись вот такие... красивые пятнышки. 2 минутки, наши заготовки готовы. Сейчас, вот сейчас именно нам нужно масло. А мы-то надеялись на ЗОЖ, товарищи. Татарское блюдо из ЗОЖ. Такого не бывает. Всегда бывает много масла, или творога, или изюма. Как в прошлый раз мы делали губадью. Вот такие прекрасные у нас получились заготовочки. Сейчас нам нужно будет начинить наши кыстыбы. А у нас на столе появилось картофельное пюре и прекрасная зелень. Я так понимаю, это микс-салат какой-то, да? Это, видимо, для подачи. Да. Так, обыкновенное совершенно картофельное пюре, да? Ничего сверхъестественного, никаких секретов. Нежное пюре. Ой, как выглядит со сливочным чудесно. маслом, молочком. Можно использовать сливки, конечно, кто как любит. Часто используют 10% сливки. Самое главное, чтобы вот... Ну, картофель из них как бы так очень интеллигентно, да, показывался? Да, да. Так, заготовки кыстыбы у нас готовы. Вот они, красавцы наши. Ну и сейчас нам, наверное, понадобится чистая тарелка, чтобы мы могли уже сервировать блюдо, да?
На то это высокая кухня татарская, что еще пока рано. Сейчас мы переходим ко второму этапу. Мы взяли для этого чистую сковородку. Будем готовить сливочный соус. Соус делается довольно просто. На чистую горячую сковороду выливаем сливки жирностью 33%. Солим, добавляем сахар и молотый перец по своему вкусу. Доводим все до кипения. Добавляем сливочное масло и томим 1-2 минуты до загущения массы, не забывая хорошо помешивать ее венчиком. Ну, как видите, не прошло и минуты, как соус сливочный у нас готов. Почему Он загустел. Говорю, да, что рецепт очень простой и быстрый. Та-дам! Все, мы начинаем собирать наше блюдо. Я так понимаю, что у нас будет это превосходно все выглядеть, потому что у нас даже какая-то специальная штучка есть. Ну, передаю слово Екатерине. Сливочный соус у нас готов, и он у нас идет первым для формирования данного блюда. Соуса много не бывает. Это точно, а тем более такого. Мощненькая такая капелька. Во вторым этапом у нас идут костылей. Ложатся они на сливочный соус такими лепесточками. Да, чудесно. Выглядит прекрасно. Третьим этапом, самым основным, у нас идет лосось шеф-посол. Шеф-посол, это все-таки есть какой-то секрет, который нам сегодня не рассказали. По словам Екатерины, отличие рецепта лосося шеф-посол от магазинной рыбы следующее. Во-первых, мы сами солим рыбу. Добавляем немного сахара, веточку свежего тимьяна и несколько листочков свежей мяты. Накрываем засоленную рыбу пленкой и убираем в холодильник ровно на 8 часов. По истечении времени необходимо промыть филе и просушить бумажными салфетками. Для придания формы плотно завернуть рыбу в пищевую пленку и убрать в холодильник до прихода гостей. Здесь у нас нарезан кубиками лосось примерно сантиметр на сантиметр, как-то так, да? Сейчас мы кладем лосось в формочку, она придаст форму. И самое главное здесь ее важно придавить. Я знаю, часто шеф-повара используют вот такие вещи, кольца для оформления блюд. Конечно, это выглядит очень классно. Какая башенка у нас получилась, замечательно. И вишенкой нашего блюда будет красная икра. Чтобы уже вообще всех убить наповал. Ну и завершаем наше блюдо. Микс с салатом. Ну, здесь уже кому что нравится. Руккола, мангольд, шпинат. Ну, вы посмотрите, друзья, какая у нас красота получилась. Это же просто невозможно. Ну что, попробуем наше блюдо. Действительно, у нас получилась высокая татарская кухня, чего стоит только одна подача. И, конечно, ингредиенты. Все роскошно, все замечательно, все прекрасно. Ну, давайте попробуем. Идеальное, я бы сказала, сочетание продуктов, потому что здесь есть все, что мы любим. Прекрасное блюдо. Я так думаю, что вот это можно сделать очень быстро, даже в любой будний день. Не обязательно даже ждать какого-то праздника. Ну что ж, Екатерина, я благодарю вас за этот чудесный рецепт, за это прекрасное блюдо. В вашем исполнении действительно вот эта татарская кухня выглядит очень достойно. И в память о нашей встрече хочется подарить вам нашу фирменную кружку проекта. Пусть она напоминает вам о нашей теплой встрече и об этом вкусном блюде, которое вы приготовили. Благодарю вас. Благодарю, как приятно. И буду рада видеть вас у нас в гостях в нашем ресторане. Можно провести семейные ужины. Я думаю, что вы найдете время, чтобы приехать в прекрасный парк-отель. Здесь очень красивая, ухоженная территория. Тем более сейчас распускаются первые листочки на деревьях, на кустах. Здесь замечательно погулять и, конечно, вкусно поесть. Наша команда благодарит парк-отель за помощь в организации и проведении съемок. А мы отправляемся дальше за гастрономическими находками нашей Удмуртии. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно и вкусно.